Доброе утро, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Хочу сказать всем спасибо большое за поддержку моего канала, за поддержку мою сестренку, меня. Прочитав ваши комментарии, мне было очень приятно, поднялось настроение. Я знаю, что в мире очень много добрых и отзывчивых людей. Жизнь продолжается, надо жить, надо трудиться, надо двигаться. Как моя мамочка говорила, движение – это жизнь. Вот так же мы тоже продолжаем двигаться, жить, работать, что-то делать, воспитывать, ухаживать за собой, за живностью стараемся жить. В моей жизни трудностей очень было много, но я старалась всегда преодолевать, старалась выдержать, терпеть, особенно потерю сына. Нет ничего тяжелее потерять близких, но ничего не поделаешь. Жизнь продолжается, мы живем, помним, любим, скорбим. Если болеем, лечимся. Как-то приехали мои сватья и дали нам рецепт. Для поддержки организма, очищает организм, болезни должны уходить. Это мои любимые сватья Гульнур и Фарид. Они принесли нам рецепт. Рецепт делается на лошадином молоке. Вот мы тоже решили этот рецепт попробовать. И заодно я хочу показать вам. Но прежде чем принимать, посоветуйтесь с врачом или кем-то. Я хочу, чтобы вы тоже не болели, чтобы вы тоже были всегда здоровыми, бодрыми, любимыми. Сейчас мы заедем к свахе Гульнур и поедем в деревню Айдарали. Там доят лошадей и привезем оттуда молоко. Я в комментариях читала несколько раз, что лошадиное молоко очень полезное. Вот решили мы тоже попробовать. От молока ничего плохого не будет. Если вам понравится, вы тоже можете сделать по рецепту и пить это молоко. Мы еще пьем козье молоко после дойки в течение 15 минут, как мне писали мои любимые подписчики. Ведь мы все живем одной семьей, и мои подписчики, мои зрители дают советы. Я думаю, плохих советов они мне не дают. Ну что, поехали за лошадиным молоком. Как всегда, любуется цветочками наша Минзалюшка. Здравствуйте. Ну что, ты готова, моя хорошая? Да, готова. Поехали. Все, поедем. Привезли мы лошадиное молоко, ездили в деревню Айдарали, даже прямо молоко парное. И теперь мы хотим делать лекарство. Лекарство делается на 1 литр молока, 3 столовые ложки меда чистого и ставится на 7 дней. Молоко на одного человека понадобится 1 литр. Сюда же 3 столовые ложки меда. Мед у меня хороший, чистый. Вот так, 2 столовые ложки. И 3 столовые ложки. Все вот так немножко только перемешаем. Закрываем крышкой. Укутываем чем-нибудь темненьким. У меня, например, полотенчика темное. И ставим в темное место. Можно шкафчик. Ставим в темное место и ждем ровно 7 дней. Не открываем, не беспокоим.
Я сделаю 3 порции. Для профилактики я хочу провести курс лечения и сама. В комментариях я считала, что надо лечиться экзосимом. Я не поняла, что это. И спрашивала, что это. Мне ответили, это лошадиное молоко. На лошадином молоке есть экзосимы. Оказывается, лечит онкологию. Не только онкологию лечит, но и очищает весь организм. Например, у меня сахарный диабет. Я тоже могу употреблять это. Аллергии у кого тоже. Вот весь рецепт вот такой. Поставим сейчас мы на 7 дней. Пройдет 7 дней. Это делается как кумыс. Но будем говорить, что кумыс. Этот кумыс открываем, делим на 7 дней. Будем принимать 7 дней. Рано утром, во сколько мы встанем, натощак. Где-то через полчаса, через час только можно кушать. Но все кушать нельзя. Надо будет очень много пить воды. Мясное, мучное, ничего нельзя. Можно творог кушать, сколько вы захотите и сколько вы сможете. И надо кушать очень много яблок. Очень-очень много. Вот 7 дней надо пропить вот этот кумыс. Да, свате говорят, что на 5-й день очень тяжело, сила уменьшается, потому что мы привыкли все подряд кушать. И едим мы очень плотно, жирное. И человек, пока лечится с этим кумысом, худеет. Даже может 2 килограмма в день худеть. Но я тоже решила попробовать для профилактики. Я сделаю на 3 банки для сестренки Маши, для себя. А 3-ю банку я хочу делать для старшей сестры Сонечки. Наверное, кто меня в комментариях посоветовала, может, сами пользовались. Напишите, пожалуйста, если вы увидите мой ролик, как вы принимали и сколько дней вы принимали. Когда человек болеет, держится всегда даже за соломинку. Поэтому мы все народные методы стараемся использовать. Стараемся выздороветь. Мы еще пьем утром семена льна. Тоже против раковых клеток. Как мы делаем, тоже могу рецепт дать. Но этот рецепт мне дала одна женщина. Тоже у нее муж болел сколько лет. Но он, слава богу, выздоровел. Когда я вам показала кофемолку, я сказала, что надо мне и для сахарной пудры тоже. Можно и перец перемолоть. Беру я столовые ложки семена льна и 100 грамм нежирного творога. Пропускаю семена, мешаю с творогом, но немножко добавляю молоко. Молоко я добавляю козье. Можно коровье. Вот что есть. И потом в блендере все перемешаю. Кому-то, если хочется, может как смузи жидкое делать. Мы тоже делаем жидкое и пьем. Я тоже делаю профилактику. Семена льна тоже полезно для кишечников, для всего. Но что бы я здесь не рассказывала, прежде чем что-то это принимать, проконсультируйтесь с врачом. Может, кому-то это нельзя. Но может, кому-то не подходит. Я не врач. Просто, может, кто-то ищет такой рецепт, об этом я рассказываю. Спасибо подписчикам моим, что мне написали, что надо Машеньке пить лошадиное молоко. И спасибо сватьям, что дали мне этот рецепт, который я показала вам. Вот попробуем пить. Сейчас у меня постоит 7 суток, и мы начинаем с Машенькой принимать это чудодейственное молоко лошади. Кто-то мне написала, что можно козье молоко. Наверное, на козье молоко тоже есть что-то такое лечебное. У меня есть и козье молоко. Вот этот кумыс, который я сейчас сделала,
Это надо всего 7 дней пить, и можно повторить только через 4 года. У меня сватья сказали, что по методу по новой. Книжка есть, и там написан вот этот рецепт. Вы можете посмотреть в интернете, может, у кого есть книга. Сейчас можно все в интернете найти. Я показала все это для тех, кто ищет рецепты, связанные с лошадиным молоком. В комментариях я иногда читаю, как я делаю кумыс из козьего молока. Скоро я начну делать, это надо показывать, и вы все увидите. Мы купили лошадиный кумыс. Я делала из козьего молока кумыс, но мне кумыс нравится из козьего молока. Кумыс очень вкусный, жирный, густой. В интернете я прочитала, когда из козьего молока делают кумыс, там добавляют кефир, кто-то холодной воды или еще что-то. Но у меня не такой кумыс. У меня кумыс только на молоке. Я жду ваши комментарии, мои хорошие. Правильно ли я делала или неправильно ли я делала? Как вы делаете такой кумыс? Это, наверное, не кумыс называется, это, может, эликсир какой-то называется. Но я вам говорила, что это кумыс. Скажите, пожалуйста, как вы делаете такие лечебные эликсиры или еще что-то от лошадиного молока. Вы посмотрите мой ролик. Если кому-то что-то понравится, поставьте, пожалуйста, мне лайк. А если кому-то не понравится, можете ставить дизлайк. Я не обижусь. Но на этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всего доброго, крепкого здоровья, удачи, семейного благополучия. Всем пока-пока. До следующих встреч.